Добрый день, дорогие школьники, будущие студенты Башкирского государственного педагогического университета. Позвольте представиться. Меня зовут Шабанов Олег Александрович. Я являюсь заведующим кафедрой межкультурной коммуникации и перевода Института филологического образования и межкультурных коммуникаций нашего большого, одного из самых лучших университетов Башкирского государственного педагогического университета. Сегодня мы с вами поговорим о профессии будущего, о переводчиках. Существует мнение, что новые разработки полных программного обеспечения и другие изобретения вытеснят перевод как составную часть межкультурной коммуникации, где если раньше человек выполнял функцию некого межкультурного модератора, то сейчас компьютер полностью заменит человека. Позвольте не согласиться с этим утверждением, и в нашей сегодняшней встрече я вам приведу доводы, которые все-таки покажут вам, что язык учить нужно, и не просто язык, а постоянно повышать свое образование, развиваясь в тех отраслях, которые интересуют конкретный регион, и где вы можете быть конкретно переводчиком, регионоведом в той или иной отрасли. Теперь давайте по порядку. Итак, что мы делаем, чем мы занимаемся у нас? Ведь все-таки переводчик – это профессия будущего, и она не стоит на месте. Когда мы говорили о Нюрнбергском процессе, где работали переводчики на примитивнейшем оборудовании для синхронного перевода, и о том оборудовании, которое у нас сейчас, я принес вам показать, это простейший наушник, приемник для синхронного перевода на радиочастоте, который был использован в практике переводческих агентств и в практике нашего обучения в течение 40 лет, то есть начиная с 80-го до, можно сказать, 2020 года. Сейчас появились совершенно новые технологии, компьютерные технологии, которые предлагаются такими компаниями, как Verspeak, Speakus, где при помощи интернета, при помощи специальных программ мы можем осуществлять синхронный перевод удаленный, находясь в любой точке мира, и осуществлять перевод для любых нужд, не выходя из офиса. Это очень интересная технология, которую мы предлагаем нашим студентам. В качестве партнеров у нас выступает компания Verspeak. И мы очень плотно работаем, обучаем наших студентов новому, тому, что сейчас, в принципе, востребовано на Западе, и мы готовим к этому. Далее, очень интересный аспект – это аудиовизуальный перевод. Аудиовизуальный перевод – это высшая форма прогрессивного синхронного перевода, основоположником которого в России является мой хороший друг, товарищ Алексей Кузуляев, который как раз защитился по теме аудиовизуального перевода. И под аудиовизуальным переводом мы понимаем весь тот спектр лингвистических услуг, который связан с работой фильмов, озвучивания, дубляжа, локализации не только фильмов, но и компьютерных игр. Компьютерные игры вошли в нашу жизнь и не только на уровне времяпрепровождения, но и моделирования, планирования различных процессов. И все это требует очень качественного перевода. А качественный перевод может дать только специалист, у которого есть знания, умения, навыки в той или иной отрасли, а также компетенции для того, чтобы осуществлять успешный, грамотный и четкий перевод. Всему этому мы учим у нас в университете, и это очень важный вклад в то, что в научную категорию переводческого мастерства. Далее, все те мероприятия, которые проходят у нас в республике, в онлайн или офлайн формате, везде принимают участие в лингвистическом обслуживании не только преподаватели и специалисты нашего вуза, но и студенты. Начиная с Олимпиады, которая проходила в Сочи в 2014 году, куда
практически выехало все наше студенчество, 40 человек, переводчиков работали на различных позициях, переводчиками, волонтерами, тимхостами, филд-суперинтендентами и так далее. Они принимали участие в этих мероприятиях. Далее, по следам Сочи, у нас в Уфе в 2015 году проводился саммит ШОС и БРИКС, где также приняло участие большое количество наших студентов. Практически все переводчики были задействованы в профессиональных совещаниях, в неформальной обстановке, в праздничной и культурной программе, где мы показали нашу республику в самом лучшем виде и презентовали те продукты, которые предлагает наша республика. И мы переводили этикетки, мы переводили названия, мы переводили различную техническую сопроводительную документацию для того, чтобы все было на самом лучшем уровне. Далее, сейчас, несмотря на коронавирусную ситуацию в нашей республике, мы продолжаем работать, и у нас было несколько проектов, в которых мы участвовали. Правительство республики проводило инвестиционный сабантуй в городе Сибай, где мы работали переводчиками, синхронистами, использовали оборудование компании Верспик для осуществления коммуникации. Приезжали гости из различных стран, и мы также вещали онлайн, выполняли перевод онлайн, и наши студенты также работали волонтерами на этом мероприятии. И самое последнее мероприятие, которое проводилось 12-13 сентября, это был Кубок Европы по регби, где приняли участие мой первый курс, второй курс, второй курс, где они были так называемыми тимхостами, сопроводителями делегаций, работали с судьями, которые представляли Шотландию, Францию, Великобританию, осуществляли лингвистическое обслуживание, и по отзывам организаторов это было сделано на самом высоком уровне. Мы очень плотно работаем с основоположниками переводческих школ и участниками форумов, в которых мы участвуем. Каждый год мы со студентами ездим на Translation Forum Russia. Это чудесный форум, который помог очень большому количеству студентов понять и осознать все то будущее, куда они идут, к чему они стремятся, потому что знать только один язык недостаточно. Каждый из нас является неким отраслевиком. Так, например, я специализируюсь на переводе спортивной лексики нефтяной индустрии, потому что прошлое было немножко связано с нефтяной индустрией. Также образование, то есть это все те отрасли, в которых мы принимаем участие. Есть прекраснейшие ребята, которые свободно чувствуют себя в устном переводе, а кому-то это его не дано. Кто-то чувствует себя свободно в письменном переводе. И поэтому это как раз таки моя задача, чтобы выявить все те зерна понимания, осознавания лингвистической компетенции и вырастить из них прекрасного переводчика той или иной отрасли, которую мы бы хотели видеть для Москвы, для какого-то другого региона, для работы в ООН. Так, например, наши выпускники, в частности, Данил Булатов, он работает переводчиком в ООН, и сейчас он является очень хорошим переводчиком, и он на счету у многих крупнейших организаций и организаторов форумов, где он принимает участие, осуществляя лингвистическое обслуживание на самом лучшем и на самом высоком уровне. Поэтому, дорогие мои, мы не останавливаемся на достигнутом. Посмотрите наш Инстаграм, перевод Уфа. Это страничка бюро переводов, в которой мы занимаемся, где мы выкладываем все наши современные новости, все наши разработки, все наши программы. И я предлагаю вас присоединиться, чтобы быть в курсе и на гребне волны лингвистической индустрии нашей республики. Также я приглашаю вас поступить к нам в ВУЗ. В этом году у нас будет 26 бюджетных мест. И у нас очень сильные практикующие преподаватели. Мы самая молодая кафедра
у нас в университете. И думается, что комплекс всех этих условий, всех тех направлений и всех тех взглядов на такую науку, как лингвистика, поможет нам поработать с вами в течение этих 4 лет, а дальше, может быть, в магистратуре в течение 2 лет, а дальше, может быть, в аспирантуре в течение 3 лет на самом лучшем уровне. Спасибо вам. Всего доброго.